Наш эфир продолжит брифинг о закрытии автозимников на территории Республики Саха-Якутия. Предлагаем послушать. С 15 апреля практически на всей территории Центральной Якутии автозимники и ледовые переправы закрыты. С завтрашнего дня автозимник Тюбя-Сангар, ледовая переправа Кангаласы, Сотинцы и основная переправа Якутск-Нижний Бестях также закрываются. Просил бы водителей и перевозчиков обратить на это внимание и не допускать выезд на закрытые переправы в целях сохранения жизни и здоровья как себя, так и ваших пассажиров. На арктической территории нашей республики автозимники также будут закрыты в период с 20 по 25 апреля. И, соответственно, также перевозчиков и водителей просил бы принять во внимание существующие ограничения. Далее в эфире новости, в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале выпуска озвучу основные новости к этому часу. Пожары и паводки на Дальнем Востоке. Как регионы готовятся к стихии? На совещании под руководством Юрия Трутнева обсудили комплекс мер по обеспечению безопасности в пожароопасные и паводкоопасные периоды. В Нюрбинском районе проходит конкурс «Учитель года-2025». 9 талантливых педагогов соревнуются за право представлять район на республиканском этапе. Память о прошлом как генетический код. Трогательная история семьи, вдохновленная судьбой ветерана Великой Отечественной войны, чья жизнь после фронта служит примером для будущих поколений. В Магадане прошло совещание под руководством Юрия Трутнева, где обсуждалась готовность регионов Дальневосточного федерального округа к пожароопасному и паводкоопасному сезонам. С начала года в округе зарегистрировано 483 природных пожара, большинство из которых вызваны нарушением правил пожарной безопасности. В 6 регионах введен особый противопожарный режим, а в Забайкальском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации. Для борьбы с пожарами увеличена численность работников пожарной службы. Также обсуждалась готовность к паводкам. Планируется задействовать 545 гидропостов для мониторинга. В Кангаласском улусе жители небольшого села Чаран выступают против открытия нового карьера вблизи их населенного пункта. Местные жители обеспокоены потенциальным ущербом для экологии и шумом от взрывных работ, который может нарушить спокойствие всего села. В ситуации разбиралась наш корреспондент Виолетта Засимова. Чаран – это небольшое село, входящее в состав Бестяхского наслега, где проживает пару сотен человек. Здесь в основном располагаются летние домики, однако есть и те, кто живет здесь круглый год. Село имеет богатую историю, и местные жители ценят его за уединенность и удаленность от городской суеты. Даже сотовые вышки функционируют не очень стабильно, поэтому сюда приезжают за цифровым детоксом. Село окружено лесами, богатыми на грибы и ягоды, однако в последние годы жители начали замечать негативное влияние действующих карьеров. Вокруг села Чаран работают активно 4 карьера. И мы уже каждый день наблюдаем тот урон, который они наносят нашей экосистеме. Почва пошла вообще ходуном абсолютно. Старожилы не узнают ландшафта былого. Взрывы слышно. Вот у меня дом, он стоит с краю. Ну, то есть у опушки леса. Дрожат стекла. У соседей то же самое. Вырубка леса — это вообще мы просто наблюдаем, как лесовозы вывозят, и ничего с этим сделать не можем, потому что все якобы на законных основаниях. Еще один карьер планирует разрабатывать компания «Удача Бур». Целью является добыча известняка на площади 16 гектаров с планируемой глубиной до 20 метров. Карьер расположен всего в 3 километрах от села. Подготовка к его открытию началась еще в 2022 году. Компания получила разрешение от Минэкологии на аренду земельного участка. В начале 2024 года было заключено соглашение с администрацией района. Однако перед началом разработки карьера компании нужно было договориться с местным населением. Для этого был созван сельский сход в клубе села Верхний Бестях. И вот до разработки лицензии мы хотели бы с вами подписать соглашение социально-экономического развития между предприятием и населением.
С самого начала схода представители компании «Удача Бур» поняли, что местные жители категорически против открытия нового карьера. Никто не согласен, никто. Из населения Чарана никто не согласен. Сход завершился полным отказом от заключения соглашения. Вы изначально, перед тем, как получить лицензию, должны были подойти к нам сюда, в село Бестях, не в Улус, а сюда, в село Бестях, и посоветоваться с жителями, поговорить. А вы пошли обратным путем. После сельского схода представители компании «Удача Бур» отказались комментировать дальнейшие действия по открытию карьера. Однако это только начало борьбы. Как выяснилось, на территории Бестяхского наслега было выдано 29 лицензий на разработку карьеров, что означает, что в ближайшем будущем могут появиться и другие компании, желающие добывать полезные ископаемые в этом районе. И местные жители намерены проверить все лицензии на законность их выдачи. Площадь муниципального образования Бестяхский наслег в общем, в целом составляет 520 гектаров. И 270 из них отведено под карьеры. То есть больше, чем половина — это карьеры. Телеканал «Якутия-24» продолжит следить за развитием этой ситуации. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. 9 педагогов Нюрбинского района соревнуются за звание «Учитель года-2025». Конкурс проходит 4 этапа на базе школы номер 2. В течение 2 дней участники демонстрируют профессиональное мастерство, проводя уроки и мастер-классы. Цель конкурса – выявить талантливых педагогов, поддержать их, повысить престиж профессии учителя и распространить передовой опыт. Победитель представит район на республиканском этапе конкурса «Учитель года-2025». Как раз таки сделали так, чтобы в нашем конкурсе участвовали педагоги, у которых, то есть не ниже первой категории, да, они должны быть. Это делалось для того, чтобы то есть поднять качество участников нашего конкурса и, естественно, качество самого конкурса, и для того, чтобы на республиканском этапе представить Нюрбинский район более таком на качественном уровне. В Оymяконском районе состоялся образовательный форум, организованный по приглашению главы Улуса. Мероприятие привлекло учреждения культуры, образования, администрации, предпринимателей и активных жителей. Форум прошел в населенных пунктах Томтор и Усть-Нера. Цель форума заключалась в активизации человеческих ресурсов и формировании проектных команд. Участники стремились повысить проектную культуру среди населения, чтобы жители района могли самостоятельно разрабатывать и реализовывать социальные проекты, участвовать в грантовых конкурсах и привлекать инвестиции. Результатом этого гражданского форума является действительно, прежде всего, это объединение ресурсов органов власти, населения в целом и экспертов именно некоммерческих организаций. Потому что мы считаем, что без объединения усилий, без партнерства, без сотрудничества, без дружбы абсолютно невозможно. И поэтому мы должны не только активизировать, но и как раз-таки наладить партнерские отношения между самими учреждениями, между самими людьми, чтобы действительно мы могли объединить ресурсы для воплощения своих идей в жизнь. Главам крестьянско-фермерских хозяйств и представителям агропромышленного комплекса Амгинского района вручили ключи от новых тракторов. Новая техника приобретена в рамках реализации муниципальной программы развития агропромышленного комплекса на 2025-2029 годы, а также ведомственного проекта развития кормопроизводства государственной программы республики. За все эти годы в рамках муниципальной под программы развития кормопроизводства построены изгороди, силосные траншеи, восстановлены заброшенные пашни, приобретены более 100 сельскохозяйственной техники. Реализация таких проектов стала возможной благодаря слаженному и активному участию администрации района и местных фермеров в республиканских программах. Из-под Риги в Алекминск сегодня мы расскажем историю семьи из Алекминска, бережно хранящей память о своем основателе, участнике Великой Отечественной войны. Воевавший под Ригой, он получил тяжелое ранение и вернулся домой без ноги. После долгого лечения в госпиталях ветеран вернулся в свой родной город, построил дом и до глубокой старости трудился. Голоса победы, свидетели великих лет и великих свершений.
Их жизнь намного длиннее людской, и сегодня они много рассказывают нам о тех годах. Все меньше дней остается до 9 мая, дня Великой Победы. На сегодняшний день в живых осталось очень мало очевидцев тех лет, тех дней, тех, кто может рассказать об этом. И поэтому сегодня рассказы строятся на немых свидетелях истории. История семьи, чьи корни уходят далеко в глубину лет, интересна. Сегодня уже 4-е поколение принимает эстафету памяти. Я смотрю, здесь у нас есть удостоверение дедушки, что он является членом пленума Якутского обкома. Это личный листок по учету кадров. Своеобразная современная трудовая книжка. Выглядит сейчас она по-другому, а раньше были вот такие большие. О, это же моя прабабушка Маша. Это ты про нее мне говорила? Да, это твоя прапрабабушка. Она была женой прадедушки Васи. И очень интересная история. Она была ведущей на радио. Именно ее голосом сообщались все новости с фронта в Алекнинском районе. Действительно, это Ефимова Мария Михайловна, чей голос ждали алекминчане, чтобы узнать последние новости с фронта. Самым интересным для меня, наверное, оказалась фронтовая открытка. Потому что представить себе, что в тех условиях на войне могли нарисовать открытку для маленькой дочки, кажется чем-то абсолютно нереальным. Но когда ты на нее смотришь, ты видишь, что в нее вложена вся душа, все сердце, все желание сказать своей любимой дочери, что ты любишь ее, что ты скоро вернешься. На обрате этой открытки он написал ей письмо, которое пропитано любовью и нежностью. А это та самая картина, которую написали прямо на фронте для Ефимова Василия Дмитриевича, его однополчанин. Каждое письмо, квитанция сегодня живой свидетель без цензуры. Они рассказывают, как пройти войну, кровь, боль, горе и сохранить в сердце любовь и веру. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. К этому часу это все актуальные новости. До встречи в эфире.